Добрый день, уважаемые эксперты. Как вы знаете, скоро будут выборы в Бишкекский городской кеңеш. Мы все понимаем, что все, что мы хотим отразить на одной программе, это нереально. В то же время, конечно, исходя из ваших выступлений, мы очень надеемся, сделаем хороший анализ. И если будет хорошее предложение, мы готовы внести в программу. И потом дальше реализовывать данную программу. Поэтому я жду ваших экспертных мнений. Железная дорога. Железная дорога, второй этаж, я думаю, хорошая идея, и более того, она не выдуманная, эта идея. Во многих странах мира, особенно в столицах, такое присутствует. То есть, если освобождаются где-то определенные развязки, магистрали, конечно же, это будет тоже мультипликативный эффект. И, как ни странно, может, кому-то будет непонятно, но я бы подчеркнул, что это в экономике не только социальный проект, но и экономический проект. Поэтому я думаю, что хорошая программа. Вот я, как эксперт, вижу, что эта программа будет, как мне представляется, пользоваться спросом. В социальной политике у вас мало вопросов освещено, но учитывая, что Бишкек – это действительно единственный регион в Кыргызстане, который предоставляет достаточно социальных гарантий для своих жителей и для тех, кто живет в Бишкеке, даже без учета прописки. Мы это прекрасно знаем. Я работал в городе Бишкек. Есть постановление, положение, которое огромные средства выделяют из городского бюджета на социальную защиту, на социальную поддержку. Поэтому здесь дополнительные социальные гарантии предусматривать не надо. Я думаю, что очень правильно поступаете. Транспортная проблема – это проблема всех городов-миллионников, начиная, наверное, годов 60-х, 70-х. Все города прошли через нее. Это уже как бы отработанный кейс. Есть некие стандартные типовые решения. Сейчас очень много экспертов. Я считаю, что для того, чтобы не тыкать пальцем в небо и не тратить деньги попусту, нам нужно пригласить хороших специалистов по транспорту. Научным образом, изучив данные, взяв данные 2 ГИС, взяв данные сотовых операторов, то есть простейшая программа, которая анализирует перемещение сотовых телефонов по городу и фильтрует их, она вам даст понимание, как двигаются горожане летом, зимой, утром, вечером, осенью, в какое время года, куда едут люди. Мы не знаем, куда люди ездят. И надо понять, зачем они туда ездят. В больницу ездят, в республиканскую, значит, надо строить больницу еще где-то. В школу ездят, значит, надо там построить школу, правильно? То есть вот эти вещи надо смотреть. Я считаю так, что мэрии перед тем, как решать транспортные проблемы, нужно сделать системный комплексный подход. Правильно, вот Сергей Васильевич подытожил. Поэтому вот к этому проекту БЧК нужно вверху там поставить ГЭС. Надо посчитать, в какой период воды и сколько нужно воды. И согласно этого можно подобрать там от 1 до 5 мегаватт можно поставить. Тогда у нас канал будет всегда полный.